Немного знакомимся, да, с чем связаны финно-угорские дни. Готовим коми-пермяцкое блюдо, шанишки. Затем играем и смотрим клип, снятый совместно с культурным обществом Коми и детским садиком Ояки. Начнем. Каждое мероприятие, каждая встреча начинается с приветствия. По коми-пермяцки «Здравствуйте» будет бурлун, тере. Коми-пермяки также здороваются согласно тому времени суток, в которое они встречаются. Если бы мы с вами встретились утром, мы бы говорили «бур-асыв». Если мы с вами встретились, как сейчас, днем, мы говорим «бурлун». Вечером мы говорим «бур-рыт». Ну и на ночь глядя говорим «бур-ой». Для того, чтобы закрепить приветствие, мы будем с вами по очереди использовать коми-пермяцкое приветствие и эстонское приветствие. Сейчас мы покажем, мы начнем. Итак, через человека. Я говорю по коми-пермяцки. Бурлун. Оля говорит по-эстонски. Tere-päevast. Оксана по коми-пермяцки. По-эстонски. Tere-päevast. Tere-päevast. По коми-пермяцки. Бурлун. Tere-päevast. Бурлун. Tere-päevast. Обязательно бурлун, а я бурой хочу сказать. Ну, на самом деле, да, почему бы нет? Бурой. Бур-ой, Ираида. Бурыт и Tere-päevast. Tere-päevast. Вот мы и погрузились с вами в начальную, можно сказать, финно-угорскую культуру. Мы поздоровались с вами на двух финно-угорских языках – эстонском и коми-пермяцком. Вот так вот. Так. Для чего же необходимы вот эти дни, когда вспоминаются финно-угорские особенности, да, какие-то национальные, те же наряды? Для того, чтобы, конечно же, эти дни направлены на сохранение финно-угорской культуры, для того, чтобы показать богатство наследия финно-угорских народов, показать их единство и разнообразие. Дни русских народов по правилу отмечаются в третьей неделе октября, а главный праздник в Эстонии проходит в третью субботу. И нынче он проходил 16 октября в Абалава. Из приглашенных финно-угорских народностей никого не было, были в основном те народности, которые проживают на территории Эстонии. Очень было интересно, например, увидеть обряд свадьбы уливов. Был очень интересный показ с острова Кихну, представителей коренных народов Эстонии. Мы впечатлились, вот мы были с Ольгой. Так, и наше мероприятие мы начнем с приготовления коми-пермяцкого блюда «Шудеса тупощес» – шанишки. Для этого была сегодня приглашена к нам Ольга. Она нам покажет, может быть, кто-то и примет участие и поможет в приготовлении шанишек. Здравствуйте. Я работаю пекарем-кондитером и иногда поваром в таком магазине, но здесь у нас в Таллине только представительство магазина Талутурк. Мы используем только выращенные на территории Эстонии продукты, молочные продукты. И вот как сегодня, например, ячную крупу мы заказали специально с Южной Эстонии, с Лоунаталу. Мельник специально для нас намолол нужный нам размер крупы. Заходите иногда к нам в магазин, вы найдете очень много интересного. Где он находится? Перну Манты 186. Спасибо. Все выращенное в Эстонии, с любовью, без консервантов. Начнем с того, что коми-пермяцкий быт сложился таким образом, что зимой еда была преимущественно мясная. Но к весне все мясо заканчивалось. И коми-пермяки начинали подъедать все, что растет, все, что осталось или все, что хорошо лежит. Ну, крупы, горох, бобы. Сегодня мы будем делать шанишки. Традиционно дрожжевое тесто, ну и вот крупа. Должно было быть блюдо здоровое,
Поэтому, возможно, для многих из вас будет сюрпризом, что ячневая крупа – это кладезь витаминов. Тибетские монахи, например, называют это пищей богов, потому что крупа содержит в себе витамин А, витамин D сейчас нам необходимый, витамин Е и витамин ПП, которого, в принципе, очень мало где в продуктах мы используем в пищу. Многие микроэлементы, фтор, бор, калий, кальций, и так как это растительные, начнем потихоньку готовить, так как это растительный продукт, то он, естественно, усваивается 100% в нашем организме. Ну, нужно, наверное, чья-то помощь. Так. Анюта. Чтобы нам было быстрее, тесто сложно в мешочек. Держи. Это, наверное, надо ставить. А ячневая крупа, которая в магазине продается, она что, не подходит? Она, конечно, подходит. Икра, найди ячневую крупу. Она довольно-таки твердая, поэтому мы замачиваем ее предварительно. Мы делаем из нее такие маленькие шаришки, а потом сверху намазываем ячневую крупу. И опять же, это придумали для того, чтобы удобнее было брать с собой. Потому что, например, вот конкретно это блюдо относится... Намочить надо ложку, чтобы она... Вот это ячневая, да? относится к одной из ритуальных. Люди готовят ее для того, чтобы отнести на кладбище, помянуть людей. У нас, например, есть такой праздник, когда мы поминаем умерших. Первым делом в печке на живом огне пекутся вот эти шанишки. Первые, которые выходят, их ставят на стол, говорят слово «вошши». Вошши? «Вошши». Что это значит? Это значит «поминайся». В деревне это делали, конечно, по-другому. Делали, да, смоченными в воде ложечками, друг из друга выкладывали. Но мне показалось, что так, да, масла нужно будет побольше. Что так будет быстрее. Кто-то может уже намазывать сверху, например, вот Так. такую. Ира, крупу? А где она? Я это тесто. Это что же, же да, это? я Я же тебе тебе показала, смотри. Вот она замоченная, Они намеленная, могут быть совсем смотрите, соленые. намеленная Они нужного могут быть размера. слегка сладкие. И вот она, Да. а И в чем вот она смотри, совсем замочена? сладкие. Оль, Оля, а в рассказывай. чем она замочена, красивее ячневая получается. крупа? Вот в чем она? С В вечера, молоке? да, с вечера мы замачиваем в молоке. И когда она уже, скажем, часов через 10 оно становится таким мягким, тогда мы добавляем туда деревенскую сметану и яйцо. Вот там вот все это, да? Да. Все, давай подержу, может быть. Ну и тогда уже по вкусу, Давай, кому как нравится. сама. Соль, сахар. Давай, ты намазала, я держу. Так, хорошо. Командная работа все должна быть. Что я буду Какие мазать? хозяйства красивые. Я тоже помогаю. Участвуем все. Все будем участвовать, да. Так, Оля, смотри. Мгм. Вообще они выпекаются, конечно, в печи на живом огне. Пекутся они 5-6 минут. Так мало? Да. 5-6 минут. Но в духовке они пекутся дольше. Оль, так хорошо, да? Да, так хорошо. Как будто всю жизнь это делала. Вообще, на самом деле, мы это видели у наших бабушек чаще всего. Как они эти шанишки выпекали в русской печи. В моей семье это делал всегда папа. И работу с живым огнем он никому не доверял. Если надо было печь, у нас есть тоже традиционный рыбный пирог черенянь, очень вкусный. И его тоже делал только мужчина, как и эти шанишки в Так. нашей семье. Все. Так, сейчас кто-то, Что это? Оля, поможет Я не могу. отнести противни на кухню. А пока наши шанишки выпекаются, мы с вами... Смотрите, вот здесь 6
разных национальностей. Может быть, вы сразу кого-то угадаете, какую-то национальность угадаете? Эстонцы. Так. Левый Эстонцы, нижний. да. И еще, может быть, вы кого-то видите, можете узнать. Бабушки. Удмурты, Да. удмурты, бурановские бабушки, правильно, участвовали на Евровидении в 2012 году. Да. И очень неплохо. Коми, выступили. наверное. Это коми-пермяки Посередине? Нет, справа крайний, нет? Нет. Посередине. Посередине сверху, так. коми-пермяки. Кстати, да, может быть, Это мордва, наверное. мордва, мордва. У них на головных уборах характерные помпушечки. Да. Так, а посерединке в нижнем ряду это кто? Финны. Ин, гермаланцы. Да, они тоже входят. Так, ну и мы не угадали первый верхний ряд. Яркие, и у них характерно для них украшение на груди. Марийцы. Дальше. Ой, внизу немцы посередине стоят, да? Внизу. Они на самом деле похожи. Вот первый, да, верхний Да, ряд и там посередине. внутри. Это соседи финнов на самом деле. Карелы. Так, хорошо, давайте найдем финнов. Карелы? Финнов найти? Финнов. Ну, наверное, вот левые. Левый да, нижний да. ряд, это финны. Характерна жилеточка у женщин, ну и очень схож с эстонским костюмом. Так, верхний, самый первый. Немцы. Немцы, ханты, мансинс, они все одинаковые, да. их можно определить по вот этой оленей, как, все равно одежде, теплая, яркая шкура оленя. Так, ну посерединке верхний ряд. Мордва, что ли? Нет. Это же не венгры. Венгры, венгры, Я просто не помню, что у них на груди это было. венгры. Флаг. Даже, да, вот для подсказки был флаг рядышком. Хорошо, это кто? Проживает на территории Эстонии. Вот это какие-нибудь сеты, да? Сету, сету. А что, для чего тоже вот эта брошь большая нужна женщине? Защищаться от сил. Для того, чтобы показать детородность. Так, это самые северные соседи финнов. Синие? Да, синие. Это вепсы, внесены в список малочисленных народов с 2006 года. Сейчас я хочу, чтобы вы, вот я просто специально поместила текст стихотворения, начало, а я вам его расскажу, и вы послушайте, как звучит коми-пермяцкая речь. И вот здесь вы увидите и букву «и», да, и получается «вылыщ», буква «л» не смягчается, ну и букву «о» с точками. Мелок тасек кармена одвічіша, посидженчиш, как із велишлим, і без свук бердашиток м'якучіша, і панташівним луас мами пим. А періч баби раду вясучкатас, чукращим кіші самим гор подан, і панет менем котера нушкетчас, вітом щеламас ащим очта ван. И лоа тиклункеш челядёкан, пожалас баба меном не быть нянь, и керас сур, и ваястуя сокон, и пуктас оджам пуищ пань. Стихотворение о том, что всегда мы хотим, может быть, в какой-то момент жизни оказаться ребенком и посетить свою маму, бабушку, которая начнет суетиться, накрывать на стол, печь пироги, шанишки. И это будет самое такое, ну, состояние души, вот именно то спокойствие, к которому мы стремимся, можно сказать. Автором стихотворения является Бачева Галина Михайловна. Данного автора я выбрала не просто так. Свою профессиональную деятельность она начинала воспитателем в детском саду, после чего начала писать стихи на национальном языке. Так, ну а сейчас, пока у нас шанишки выпекаются, мы с вами немного Ой, у поиграем. тебя коколюхи, значит, на ногах. Коколюка. 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 На самом деле это не нкмс, а коколюка специально было придумано слово для того, чтобы вызвать интерес. Оно ничего не означает. Вот так вот. Так, мы выходим, встаем в пары. Это финны. Финны, правильно. Так. Идем по кону за колесо. Да. Коколюк. Коколюк, молодец.
бабушки, бабушек на Николаевке. Вика, не слышно. Все придут. Кока, Люка! Меняются пары. Да ну-ка, давайте же. Ире понравится лопать. Я ставлю. Так, смотрите. Украина, наверное. Да, конечно. Самый народ. Финогорский. Ну, кстати, музыка очень похожа. Да, поэтому и одна группа финно-угорская. Это как на мальчика. Да? Смотри, какая. Полиглотка. По музыке артистка. Сейчас. Это эти. Капитан танцуем. Да. Это еще белорусская песня. Да, так угадали или нет? Да, и мы танцуем по-американски тупита. Притопы. Тупита. Тупита нет. А чего ты белорусов знаешь? Молодцы. Серединку давайте опять. Тупи-топи когда. Давай уже, Света, стоп. Все, мы с вами все песни финно-угорские угадали. Вы все знаете? Да. Молодцы! Запомнили название игры? Кокорюка. Кокорюка. Молодцы. Довольно-таки социальная игра, направлена на развитие социальных и коммуникативных навыков. В свое время с помощью этой игры, раньше, когда заканчивались полевые работы, особенно молодые люди собирались и начинали играть в эту игру. Тем самым даже, возможно, находили себе пары. Только хотел сказать, хорошее знакомиться вот так. Перебрать же всех можно перебрать пока туда-сюда. Ну, а может, и кто тебе выбрать понравился? себе пару, Да, конечно. Ну и Вот. послушаем эту песню, посмотрим видео. Baby, лучше нету, а ты так можешь? Конечно, могу. Манси. А на родном языке? Какая красивая песня, кстати, получится. Коми. Коми Пермянский. Ашкирский. Ненецкий. Чувашский. Удмуртский. Кабардино-черкесский. Эрзянский.
видео я нашла, мне очень понравилось, что на самом деле не забывают вообще про языки, про национальности, и очень была рада, что туда попало 5 или 6 финно-угорских языков. Ну а сейчас мы с вами посмотрим клип, снятый совместно с культурным обществом Коми и детским садиком Ояке. Приятного просмотра! Малина тычок мне оп-оп-оп, Юрным бергатла, окнам кератов, Кычами мировыми, кычами метамыми, Щенок из нам видета было уло кераклоп. Малина тычок мне оп-оп-оп, Юрным бергатла, окнам кератов, Кычами мировыми, кычами метамыми, Щенок из нам видета было уло кераклоп. Ты фундамент, нылочка краш, он ты покой, не этик луной. Ты фундамент, сказка любой, верный керный, ты нам герой. Тупи-тапи, копьем керам, вот было не тека, тупи-тапи кыштам. Фантазиям да як ты штам, фантазиям да силы штам, белое высоте, как берготам. Малина тычок мне оп-оп-оп, южным берготла, окнам кератов. Кычами мировыми, кычами метамыми, Щенок из нам видета было уло кераклоп. Малина тычок мне оп-оп-оп, южным берготла, окнам кератов. Кычами мировыми, кычами метамыми, Щенок из нам видета было уло кераклоп. Ты фундамент, нылочка краш, он ты покой, не этик луной. Ты фундамент, сказка любой, верный керный, ты нам герой. Тупи-тапи, копьем керам, вот была не тека, тупи-тапи кыштам. Фантазиям да як ты штам, фантазиям да силы штам, белое высоте, как берготам. Малина тычок мне оп-оп-оп, южным берготла, окнам кератов. Кычами мировыми, кычами метамыми, Щенок из нам видета было уло кераклоп. Малина тычок мне оп-оп-оп, южным берготла, окнам кератов. Кычами мировыми, кычами метамыми, Щенок из нам видета было уло кераклоп. Малина тычок мне оп-оп-оп, южным берготла, окнам кератов. Кычами мировыми, кычами метамыми, Щенок из нам видета было уло кераклоп. Все! Наше мероприятие закончено. Мы с вами поиграли, испекли коми-пермяцкое национальное блюдо, посмотрели совместно снятый клип и погрузились немного в финно-угорскую культуру. Спасибо, Оля. Спасибо. Спасибо большое. Девушки, большое спасибо.